Здравствуйте, будьте здоровы, мои уважаемые Инста и Фейсбук друзья, и WhatsApp мои друзья. Я бы хотела с вами поговорить о некоторых моментах, связанных с коронавирусом. Прежде всего, я лично и многие из вас, я думаю, переживаете за тех из ваших друзей, приятелей, знакомых и родственников, которые все еще никак не угомонятся, не сидят дома и позволяют себе бродить по городу или слишком часто ходить в магазины или еще что-то. То, что сейчас запрещается условиями карантина. Так вот, мне кажется, что бессознательно у этих людей превалирует враждебность. Потому что такое сходить лишний раз в магазин или бродить там, где есть хотя бы 3-4 еще человека? Это ведь тогда заразиться и заразить себя. И тогда, получается, у них бессознательная враждебность и к себе. Они могут сами заболеть и умереть. И враждебность другим. Они хотят заразить тогда бессознательно, конечно. Я думаю, что сознательно никто на этот шаг не идет. Они хотят заразить тех, кто возле него. И тогда это очень большие конфликты. И, вероятно, тогда таким людям нужно остепениться, подумать, или онлайн, или еще хотя бы книжки, но призадуматься о своей бессознательной агрессии и враждебности. Следующий момент, который я бы хотела с вами обсудить и обратить ваше внимание, потому что каждый из этих мыслей, я думаю, можно разворачивать на целые часы и недели обсуждения. Это страх. Многие люди сейчас боятся. Так вот, я вам хочу сказать, что страх – это как соль. Когда слишком много соли, еда пересоленная, и вы выкидываете еду. Когда мало соли, еда невкусная, и вы тоже отказываетесь от этой еды. То есть соли должно быть всегда в меру. Да? Все в мире яд и все лекарство, важна лишь мера. Так вот, страх нам тоже нужен. Слишком бесшабашный, слишком бесстрашный человек вот и будет выходить и в горы, и в магазины, и на улицу, и просто, не знаю, по каким-то мелочам ездить. Бесстрашный человек – это человек, который подвергает в первую очередь себя какой-нибудь опасности. Слишком мало страха вот у этих людей, а теперь, скажем, слишком много страха у других людей. Они пересаливают условно. Они тогда тоже обездвижены, они ничего не делают. Они даже дома, вот просто я знаю много рассказов от своих клиентов, окна, двери, все завесили, все закрыли. И вообще даже по телефону боятся с кем-то поговорить, якобы зараза передается по телефону. Это тоже негоже. Ну, в природе выживает тревожная особь. То есть человек, у которого есть в определенной доле страх, небольшая тревога, да, он будет очень даже разумно следовать всем предписаниям в нашей чрезвычайной ситуации. И таким образом он спасет себя. То есть он не будет лишний раз условно себя под пули выкидывать, но он не будет в подполье прятаться и вообще от реальной жизни отказываться, что не так уже все вокруг смертельно. Вот поэтому, пожалуйста, вот так же, как вы еду солите в определенном количестве, точно так же и со своей эмоцией, такой как страх, разберитесь. Теперь есть не только страх, теперь есть злость, теперь есть обида и на государство, и на правительство, и на самого себя, на всех вокруг. Так вот обида и злость – это то, что грызет нас изнутри. Поэтому, пожалуйста, почитайте все, что вы найдете, лишь бы у вас были деньги на единицы, интернет. Что такое психосоматика? Сейчас многие из вас будете дополнительно, как вот сегодня с утра одна женщина отменила сессию, потому что ей кажется, и я ей верю, это реально, у нее в горле першит, у нее температура начинается, и кашель сухой. То есть все симптомы коронавируса она в себе находит. И я думаю, это потому, что она себе это внушает, потому что уже как только объявили чрезвычайную ситуацию, эта женщина вообще-то сидит дома. Я бы еще как-то, может, ей поверила бы реально, если бы она где-то гуляла или где-то на базаре работала. Кстати, на базар тоже, пожалуйста, как можно реже ходите. Хотя там говорят люди все в перчатках и в масках, но береженого Бог бережет. Поэтому про психосоматику. Так, что еще? Еще проблема сейчас одиночества. Очень ярко выходит это одиночество. Раньше его было как-то незаметно, даже если внутренне одинокий человек, психологически одинокий человек. Но он ходил на работу, он ходил в магазин, он вызывал такси, он как-то с кем-то и общался. А сейчас, когда мы добровольно, сознательно говорим нет всем родственникам и не ходим друг к другу, и не беспокоим лишний раз, мы отменяем дни рождения, мы отменяем Наурызы, только виртуальные дни рождения, виртуальные Наурызы. Вот этим людям очень тяжело.
Поэтому первое, сами люди, которые чувствуют себя одинокими, пожалуйста, помогите себе сами. Вы можете по всем социальным сетям кому-то что-то написать, где-то что-то комментировать, проявляйте хотя бы виртуальную социальную активность. Теперь следующее. Этого человека, наверное, вы знаете. Может быть, кто-то из ваших друзей, может быть, кто-то из ваших коллег, из ваших родственников. Поэтому, если вы чувствуете, что этот человек остался и в физическом, и в эмоциональном одиночестве, в изоляции, пожалуйста, помогите этому человеку. Напишите лишний раз, не знаю, там смайлик какой-нибудь отправьте лишний раз. Давайте будем помогать друг другу, давайте будем спасать. В нашей стране не так-то уж и много жителей, и поэтому каждый нам нужен и каждый нам дорог. Что еще? Ну и, конечно, чисто такие, может быть, профилактические меры, то, о чем все пишут, поэтому ручки калитки, ворот, дверей, туалета, унитаза, свои ручки, пожалуйста, все, что можно дезинфицировать, конечно, нужно дезинфицировать, потому что, не знаю, вот, допустим, вчера на Урусскую уже пришли, мои родственники оставили у калитки, но все равно человек, мы не знаем, кто оставил и как оставил, и поэтому даже вот те небольшие посылки, что вы друг другу передаете, их тоже нужно дезинфицировать, обрабатывать и только потом уже открывать. И еще один момент. Многие сейчас, конечно, сидят дома, и это правильно. Я бы хотела сказать, что вообще абсолютно все должны сидеть. Я негодую на тех работодателей, которые заставляют своих работников сейчас выходить на работу. И, о ужас, я в Инстаграме увидела в одном из наших городов, говорят, с 26-го все садики будут работать. Что тогда с нашими детьми будет? Да? Пишут, что для старшего поколения опасен, но я не думаю, что детей этот коронавирус может обойти. Посмотрите статистику. 4-месячный младенец сейчас лежит зараженный от своих родителей. 2-летний ребенок лежит в опасности, поэтому берегите детей, берегите себя. И я вообще-то хотела сказать о тех, кто работает. Мы работаем дома, я лично тоже работаю. Поэтому, несмотря на то, что мы дома, несмотря, что это Skype, что это Zoom, что это ВКонтакте, что это Facebook или еще что-то такое, пожалуйста, когда вы начинаете работать, не обязательно, наверное, в 7-8 утра, но и в 9-10, одевайте нечто, то, что вы одевали на работу. Это какая-то более-менее офисная рабочая одежда. Не надо дома ходить все время в халате и все время в пижаме. Все-таки давайте будем сами себя поддерживать, потому что если все время будете в халате, то очень легко потом скатиться на всевозможные заниженные уровни и культуры, и внутреннего состояния. Поэтому как-то условно разделите у себя дома. Это мое рабочее время, поэтому я одеваю рабочую одежду, а это уже все, я вышла, не знаю, там из комнаты я вышла, все, я пришла с работы, и поэтому я уже могу одеть свою домашнюю одежду. Ну, единственное, наверное, тут обувь все равно можно не менять, но, как знать, может быть, для того, чтобы как-то себя приподнять, повысить настроение, конечно, я бы посоветовала там, где есть возможность, и рабочую обувь, конечно, ее нужно сначала продезинфицировать. Поэтому, пожалуйста, уважаемые казахстанцы, берегите себя, берегите друг друга и будьте здоровы.